петь я мечтала с детства. У меня была мечта... Вот, петь. давай предисловие-то нам. Да-да-да, держать микрофон, зажигать, ой, танцевать. Я всегда смотрела детские конкурсы. «Утреннюю звезду», ты помнишь эту передачу, да? А кто? «Утреннюю звезду»? В воскресенье это До был сих у пор меня помню. день около телевизора. Вот, и поэтому я смотрела на девочек, на детей, которые выступали, и всегда хотела петь, мечтала. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И в самом начале программы я поздравляю всех православных с великим светлым праздником Пасхой. Желаю вам мира, добра и благополучия. Байрам Белян, с праздником! А у нас сегодня в нашей программе очаровательная татарская певица. Я ее лично очень хорошо знаю, она обладательница премии «Алтын барс», победительница многочисленных музыкальных конкурсов Альбина Апанаева. Альбина, привет! Привет, Исәнмесез? Буквально недавно с ней были на одной сцене, а сейчас на одной кухне. Что это такое? Это шоколадка? Это большая розовая шоколадка. Это мой именной хэштег. Но это еще не все, это мой альбом. Синең мәхәббәтең. Да. Моя любовь к тебе. К тебе, не ко мне, к тебе. Да. Он знает. Ну, конечно, календарик еще. Альбина Апанаева, татарская эстрадная певица. Родилась 21 мая 1981 года в городе Набережные Челны. Окончила Казанский государственный университет культуры и искусств, а также Казанский социально-юридический институт по специальности пиар-связи с общественностью. Альбина – дипломант различных конкурсов, неоднократный лауреат конкурса «Татаржера». Выпустила 3 альбома «Барыбер кадерле», «Сине яратуларым», «Синең мәхәббәтең». Альбина замужем и воспитывает дочь Миралию. Самое главное ведь в нашей программе – это вкусно накормить ведущего. Да. Конечно. Ну это отлично. Я к этому готова на все 100%. Что за блюдо? Что за блюдо? Итак, я долго думала и решила приготовить такое очаровательное, вкусное, замечательное блюдо – душмак. Итак, по-русски это получается ватрушка, да? Да. И стандартная ватрушка, она обычно бывает с творогом. Вот, кстати, у нас творог уже есть. Стандартная ватрушка бывает с творогом, но я бы хотела немножко добавить сладости, яблок, весны, ведь уже Скоро цветочки, лето. Скоро да. лето уже. И сделаем начинку с яблоком, с корицей. Отлично, начинаем. Начинаем. Что нам для этого нужно и что буду делать я? Итак, тебе для начала надо взять сито и протереть творог. Творог получается очень-очень нежный, когда протираешь его именно через сито. Меня так учила мама. Ну, раз мама учила, мы строго по рецепту. Строго То по есть вот рецептику. прям Берем, кусочками, да, вот это? Да, Вернее, кусочками. Ложечку берешь И вот так трешь, протираешь. да. Кстати, впервые это делаю. Впервые. Надеюсь, получится. Ну, а я, конечно, сочные яблоки. Покушаю. Нет, для начала порежу. Альбина, ну рассказывай. Я так понимаю, это рецепт от мамы, да? Да, конечно, от мамы, потому что, ну, вообще, как сказать, я поддерживаюсь правильного питания. Сегодня, конечно, у нас тесто, но оно дрожжевое, но иногда, наверное, можно немножко послушать. Побаловать себя. Да. Кстати, мы про тесто не сказали. Здесь дрожжевое тесто. Альбина принесла из дома. Хорошо, ну какие блюда вот готовишь? Традиционный мой вопрос. Ну, я говорю, вот, что я очень люблю готовить блюда, связанные вот с творогом. Я прям творог обожаю. Просто это замечательный такой продукт, который можно использовать ну, везде. Вы знаете, что творог очень долго расщепляется в организме. И если поесть творог именно вот вечером, это уже из правильного питания, то уже с утра просыпаешься не совсем голодным, а сытым. Сытым. И у тебя То есть уже аппетит. Творог надо кушать на ночь, получается, да, не утром? Его можно кушать на можно. ночь. Можно кушать на ночь, конечно. Лучше все диетологи советуют, нельзя ложиться спать голодной. И поэтому вот я говорю, что можно поесть творог. И утром ты в бодром настроении И просыпаешься. без лишних граммов. И без лишних, Кстати, да. вот так вот, смотрите, он получается. Да, и вот мы он его очень такой стряхиваем. красивенький, нежненький Ой-ой-ой. снежочек. Альбина, я думаю, сейчас самое время познакомить наших зрителей с твоей биографией. Дело в том, что Альбина Апанаева пополнила ряды талантливых вокалистов, актеров, которые родились в Набережных Челнах и пригодились в Казани. Как так получилось? Расскажи. Ну, как так получилось?
Родилась я действительно в Челнах, замечательный город, очень его люблю, обожаю всегда возвращаться туда домой. Все так говорят, но живут в Казани, все так говорят. Да, ну живем в Казани, так как приехали учиться сюда. Петь я мечтала с детства. У меня была мечта Вот, петь. давай предисловие-то нам. Да-да-да, держать микрофон, зажигать, ой, танцевать. Я всегда смотрела детские конкурсы. «Утреннюю звезду», ты помнишь эту передачу, да? А кто? «Утреннюю звезду»? В воскресенье это До был сих у пор меня помню. день около телевизора с утра в 11 часов, по-моему, 10:30 она начиналась. Вот, и поэтому я смотрела на девочек, на детей, которые выступали, и всегда хотела петь, мечтала. В общем, пошла в музыкальную школу в Набережных Челнах, закончила вторую музыкальную школу. Я говорю, жизнь такая у нас интересная штука, она всегда нас знакомит с интересными людьми, А иногда с нужными. с нужными людьми. И большое спасибо моему педагогу, который меня подготовила буквально за год, за небольшое короткое время. Это Ахмед Нафиса Исхаковна, она сейчас у нас в Набережных Челнах, директор музыкальной школы. И вот И смотрит она- нашу программу, ты хотел сказать. Ну да, Передай мне привет. привет, Макутла. Привет, Конечно, привет. привет. И вот она меня подготовила к выступлению В Казань. В Казань, да. Потому что конкурс был у нас, ну, так сказать, не маленький. Я помню тот день, я очень волновалась, очень переживала, как все пройдет, сидела, ни с кем не общалась, настраивалась на программу, а пела я классическую музыку, классические произведения. Давай вспомним, вот 99-й год, Альбина Апанаева перед экзаменом. Ну, действительно, был волнительный момент. Так, есть такая песенка, там красивая песенка. Какая же она была? Называется «Все стало вокруг голубым и зеленым, в ручьях забурлила, запела вода, вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда». Приняты. Все, пятерка. Любовь от тебя никуда не отпустит, над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, а это приятнее, чем грусть без любви. Вот так вот. И сразу диплом дали. Там же. Ну нет, ну это сейчас было импровизировано, Нет, тогда молодец, уже это был конечно. концертмейстер, настроилась. Но это действительно очень клевое произведение, и очень яркое весеннее произведение, я бы сказала. Как раз соответствует сегодняшней программе Да. нашей. Так, Альбина, переходим к нашему блюду, мы про него не забываем. Яблоки ты пока еще дорезаешь, да? Да, маленечко осталось. Вот смотри, у меня все, творог готов. Что делаем здесь? Так, давай туда добавим яйцо, перемешаем, Одно сахар. яйцо? Сахар, да, одно яйцо достаточно будет. Сахар. Сахара сколько? Ну, я думаю, все-таки ватрушечка должна у нас быть, очень сладкой, поэтому давай по ложечкам. Так, 5. 5. Давай 5. 5 ложечек, хорошо. Ну, продолжаем. Давай про университет культуры поговорим. Какие у тебя сокурсники были? Может, известные сейчас? Ну, конечно, у нас была очень отличная, очень такая добрая, душевная группа. Вы прекрасно знаете Дилю Нигматуллину. Диля Моя Нигматуллина. подружка, мы вместе учились с ней. Так, ну, Гузель Уразова училась у нас тоже 2 года. Потом она перешла в муспедфак, потом Аксу Хапибулина. Слушай, ну Такая практически звездная группа. вот все тоже были у нас на кухне. Все уже были, да? Хороший выпуск, вернее, хороший был начало. А выпуск 2004 год, да? Да, получается, у тебя с математикой отлично. Я просто сам в 2004 закончил. Ну, я говорю... Что интересного было? Расскажи, как проходила студенческая жизнь творческая? Ой, я вообще думаю, что это вот студенчество, это самое такое клевое время, где ты вся в творчестве, ты занимаешься, учишься, хоть и говорят про университет, извини меня, да? Но я думаю так, что каждому студенту, кто учится, если хочешь учиться, то ты будешь учиться, правильно? Ты будешь брать те знания, которые нужны. Я помню первый курс, когда у нас был инструмент фортепиано, когда мы оставались и занимались, учились в произведении, которое надо было потом играть. Я помню, играла, и иногда вот так вот засыпала. Утром просыпался и уже опять на институт. Нет, не утром просыпалась, вот так ложилась, 10 минут и потом опять играла. Наши 2 начинки готовы. Здесь яблочки, ну а здесь творог.
Да. Все, или что-то еще мы Нет, добавляем? нет, давай корицу добавим еще. Сюда, да? С Сахар, яблочком? корицу, да, пожалуйста. Так, давайте вот корицу добавлять сама. Есть сахар. Что мы делаем с яблоками потом? Мы их немножко подтушим на сковородочке. Мгм. Чтобы Тогда они сейчас я такие достану сковородочку. запеченные яблочки, да, бери сковородочку. На растительном масле, да, чуть-чуть добавляем? Да-да-да, маслица обязательно. Так. А творог у нас уже готов, да? Туда мы ничего не добавляем. Ваниль есть? Есть ваниль. Давай. Маленечко, да. Чуть-чуть ванили. Чуть-чуть. Да, да. И уже готово. Да, Одна начинка. да, одна начинка готова. А для второй мы яблоки сейчас дожарим, вернее, обжарим. Это пусть будет Да, здесь. секундочку, я сахар все-таки положу. Сколько сахара? Ой, я здесь косточку нашел. Опа. Да, отлично. Косточка, это нормально? Сколько? 2 ложки достаточно? Ты знаешь, я почему-то сладкоежка, люблю сладкое, понимаю, что правильное питание, но вот мне кажется... Сахара пусть будет побольше. Да, пожалуйста. Так, все, обжариваю. Так, я приступаю тогда к тесту. Мне надо... Сейчас, секундочку. Доску, Доску, пожалуйста. пожалуйста. Как хорошо, всегда бы так помогали на кухне. Так, Мука. мука. Сейчас, секунду. Вот, пожалуйста. Да, давай сделаем так. Маленечко так, чтобы у нас... Напоминаю, мы сегодня используем дрожжевое тесто, Да, сегодня вот. которое Альбина принесла из дома. Так, а у меня сковородочка уже раскалилась, яблочки Так, сюда мы не будем ставить? Альбина, ты знаешь, вот многие вокалисты, когда к нам приходят, они рассказывают про своих любимых преподавателей. Для каждого человека педагог – это очень важное, да? Потому что ты учишься, ты понимаешь, тебя твой наставник. Училась я вокальному искусству у Абдуллиной Тамары Шакировны. Зав кафедры у нас была Ганиева Венера Ахатовна, народная артистка России, Республики Татарстан. Я помню, когда я училась еще в Челнах в музыкальной школе, нам по музыкальной литературе нас учили, ставили пластинки, там была Венера Ахатовна, песни ее. И тебе вдвойне было приятно, когда она уже лично тебя А обучала. потом мы уже, получается, как коллеги, правильно? Я даже, может быть, мечтать не думала, что так вот будет, так сложится судьба, жизнь. И что хочу сразу сказать, на самом деле мысли и мечты наши, они Материализуется. материализуются. Поэтому, пожалуйста, мечтайте. Я вот тоже, кстати, мечтал, что Венера Ахатовна придет на эту кухню. Она пришла, меня вкусно здесь накормила, спела, Ой, поэтому... она замечательно Мы ей готовит. давай передадим привет твою. Привет. Венера Ахатовна, салям сизге. Исәнмесез. Рахмет. Так, что ты делаешь? Расскажи мне. Ну, что я вот, за да, лепешечки? лепешечки, ты меня так отвлекаешь, я очень тяжело тяжело готовить, сконцентрироваться, говорить, на самом петь. деле, рассказывать. Альбина, посмотри, пожалуйста, как у нас яблочная начинка. Мне кажется, все уже. Да-да, все, можно Достаточно, убирать. так мы выключаем. Вкусненько выглядит. Альбин, я в начале программы тебя уже представил как обладательница премии Алтын Барс. Давай вспомним этот замечательный конкурс «Татар Жара». С какой песней ты выиграла? О, это, знаешь, это фестиваль Татар Жиры, это был 2004 год. Я получила свой Алтын Барс за песню «Шендустым», за что очень благодарна композиторам, которые написали эту песню, композитору, кто написал эту песню, и автору текста. Композитор Оскар Усманов, а автор текста Гульсервер. Поет Альбина Апанаева. Да, я пою сейчас прям. Конечно. Kıyın şaklarımda haber etmesem de özüm bilip kileşin dostum. İhlastan suyuna hallerim yakşıga özite o da minneşin dostum. Kinyeşi akıllı in yakın dostumın rahmet sana rahmet. Şın dostum yakşı mı yaman mı barında anlısın yar yelim var sin şın dostum. Браво! Альбина, хочется вспомнить еще один конкурс Turk Vision, на котором ты победила. Расскажи, пожалуйста. Это был замечательный такой фестиваль, который проходил в городе Денизли. В Турции он проходил? В Турции, да. И меня выбрали Татарстан, представлять Татарстан. Там было очень много государств, очень много тюркоязычных, да? Вот, представителей Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, наверное. Казахстан, в общем, очень много, Грузия. И я до сих пор вот под впечатлением, там был прямой эфир на всю
всю вот эту вот республику. Это был телемост организован. Вообще такая организация, такая атмосфера. Ты какую песню на татарском пела или на русском? Пела песню, конечно же, на татарском языке, одну на татарском, а другую мы перепевали именно на турецком языке. Да, у меня была песня «Китем Диме», я перепела ее на турецком языке и Покорила сердца жюри. Ты представляешь, там была такая атмосфера, это вот у тебя в историческом месте, где вот Памукале, вот эти вот все Денизли, и на свежем воздухе тебя смотрят. То есть открытая сцена, да? Открытая сцена, да, это уже вот вообще просто мечта. Так, лепешечки у нас готовы, но самое интересное это то, как мы будем собирать наш душмак с двумя начинками. Вы узнаете после небольшой паузы. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». И вместе с очаровательной Альбиной Апанаевой мы готовим татарское блюдо душмак с двумя начинками, с творогом и с яблоками, в которые мы добавили корицу, немного их обжарили. В общем, все готово. И тесто у нас дрожжевое, оно тоже уже в виде лепешечек. Да-да-да. Альбина, рассказывай, что дальше. Итак, вот сейчас берем вот такой вот Стаканчик. Да, в муку его, можно прям так, в принципе, да, чтобы не прилипал. И смотри, что делаем. Что же мы делаем? Вот нацеливаешься и вот так продавливаешь. Сюда будем ставить начинку. Вот это секрет. Вот вам, это пожалуйста. секрет, да. Вот чем больше, тем лучше, потому что все любят, когда начинки много. Это для творога или для яблок? Это будем делать для творога. творогом, да? Да. Давай ты будешь делать с творогом. Пожалуйста, тебе. А я буду делать, давай мне. Так, пожалуйста, сюда. То есть ты с яблочками? Да, я буду начинку с яблоками. Как с яблоками мы формируем? Скажи нам. Яблоки, значит, так, вот берем вот такую, да, то есть их лепешечку, мы уже будем раскатываем раскатывать. немножко. Да, и их будем раскатывать. Тоже муки, пожалуйста, мне. Чуть-чуть. Продолжаем. Мы сегодня с Альбиной готовим, поем и рассказываем секреты из ее творчества. Альбина, я знаю, что май, сам месяц май для тебя очень такой праздничный месяц. Расскажи, почему и какие события отмечаешь в мае? Ну, май – это вообще всегда очень радостно, потому что это, сам понимаешь, красота, все цветет, Самый теплый зеленеет, весенний месяц. Самый теплый, самый красивый. И вообще-то я родилась в мае, я майская сама, поэтому я очень люблю май. И не только я родилась в мае, дочка в мае, мы обе родились в мае. Ого, это уже второе событие. Это самый, да, интересный тоже момент. Вот 2 мая родилась моя дочка, завтра у моей дочки день рождения, поэтому Вау. я от всей души поздравляю ее с днем рождения. И знаешь, я сочинила для нее песню. Слушай, но с этого бы надо начинать. Да? Она называется «Синь мине матур кызым». Мелодию я сама сочинила, а слова написала замечательный автор стихов Лейля Давлетова. Как ее зовут? Дочку зовут, ну вот никак не догадаешься, Миралия. Дорогая Миралия, я знаю, тебе исполняется завтра 3 года, но ты посмотришь эту программу потом еще в записи лет через 5 и скажешь, какая у меня молодец мама. Она поет для тебя. Иң беренче туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Сине минем матур кызым, сине минем таң йылдызым, сине минем җаныкаем, син минем алтын каем, сине минем бәгеркәем, сине минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Ай, молодец. Браво, браво. Приятно, когда вот посвящают песни своим любимым детям. Да. А мы посвящаем сегодня блюдо вообще всем зрителям, которые смотрят нашу программу. И сейчас ответствие, я просто увидел, даже до речи потерял. Мы сейчас делаем на самом деле первую, это Да, с яблочками. Как это делать? Покажи нам. В общем, раскатали, да, положили начинку, но начинку тоже надо, И наверное. как такие перемечики, получается, мы их собираем, Ну, да? да, вот так вот немножечко берешь и муки, защипываешь легонечко, красивенько так, спокойно. То же самое делаю я, только с творогом. Да, ты старайся тоже туда его поглубже. Ты все сделал и прям тоже Раскатать, да, аккуратненько? катать аккуратненько. Альбина, кстати, в одном из твоих интервью я читал, что ты пишешь стихи. Ой, ну ты знаешь, я как бы не пишу стихи, но просто иногда как-то само собой получается, или смотрю вот на фотографию. Я, конечно, хочу поделиться с вами своим стихотворением. Я подсмотрю в свой телефон, хорошо? Угу. Обычно я пою, стихи никогда не читала. В твоих глазах я узнаю себя. Они красивы, безмятежны, спокойны, ласковы и нежны.
ломают сущность бытия. В твоих глазах любовь проснулась и в глубину души метнулась. Достала сердце без остатка, пронзила мозг и так же сладко уснула там, в тени меня. В твоих глазах я узнаю себя. Вот так вот, дорогие друзья, очень романтично. Слушай, мне кажется, можно песню, пусть музыку кто-нибудь напишет, и в твоих глазах. Я узнаю себя. Вот так вот, новый хит, это секрет. Так, сейчас я беру противень, на котором мы будем запекать в духовочке наши душмаки. Сейчас я это смажу все быстренько. Да, какая у тебя масленка прикольная. Да. Так, противень готов. Сейчас еще вот эту сковородочку мы, я думаю, давай так, на противне будем с творогом Давай. запекать, а эти мы на отдельной сковородочке. Хорошо, я согласна. Что нам еще осталось сделать? Так, надо яйцо. Одно яйцо разбить, да? Так, Вот. Профессионал. пожалуйста. Сколько по времени мы их запекаем? Ну, давай минуту 30. Ну, хотя, Это может, максимально, максимально, наверное, да, потому что максимум. Начинка у нас готова. Здесь Начинка все готова. Нам надо только, чтобы минут 25, я думаю, достаточно. Вот так вот смазываем, чтобы они были румяные, красивые. Нам остается только наши душмаки отправить, на самом деле, в духовку, поставить чайник, и после небольшой паузы обязательно их попробуем. Поехали. Душмак. Ватрушки с творогом и с яблоками. Мы готовили душмак из двух начинок. Для первой творог протерли сквозь сито, добавили одно яйцо, 5 чайных ложек сахарного песка, щепотку ванилина и хорошенько перемешали. Для второй начинки яблоки порезали на мелкие кусочки и припустили на сковороде с добавлением сахара и корицы. Для ватрушек с творогом тесто разделили на небольшие шарики и чуть их приплюснули. Донышком стакана в тесте сделали углубление, в которое положили подготовленную творожную начинку. Для ватрушек с яблоком тесто раскатали на небольшие лепешки, в середину каждой лепешки положили яблочную начинку, края приподняли и защипали. Подготовленные ватрушки выложили на противень, смазали яйцом и отправили в духовку на 15-20 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Альбина, ура! Все у нас готово. Посмотрите, пожалуйста, дорогие телезрители, что у нас получилось. Что будем пробовать сначала? Ну, я думаю, что... Давай вот. Яблочки. Да. Я беру самый маленький, аккуратненький. Хорошо. Бисмилля рахман рахим. Вкусно. Вкусно. Отлично. Вкусно. Запиваем? Вкусным татарским чаем. Да. Ну а сейчас выбирай душмак с творогом. Вот такой хочу. Хорошо. Замечательно. Так, внимание. Нежно. Отлично. Классический вкус настоящего татарского душмака. Браво! Дорогая Альбина, на этом наш музыкально-кулинарный концерт подошел к концу. Зрителям благодарим за внимание, тебя благодарю за эти замечательные блюда. Ну и, конечно, по традиции прошу тебя что-нибудь душевное спеть в самом конце. Я бы хотела спеть песню такую «Син минем булягом» называется. Буквально припев. Син минем булягом, син минем телегом, каяшым язмышым юлында. Хөрмәтләп сөюең бәгәрәң диюең шаңылсын бу моңлы җырымда. Альбина Апанаева и Руслан Шарабутдинов говорим вам до новых встреч. Спасибо, что смотрели нас. Sağ olun.